Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сухуми проходит съезд Совета ботанических садов стран СНГ. Абхазский союз туризма подписал соглашение о сотрудничестве с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и Союзом гостеприимства и туризма. В стране запустят государственный информационный портал кадастровой палаты, где будет доступна вся информация с картами и чертежами. 6 октября исполнилось 33 года со дня освобождения Гагры от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии. Наступательная операция по освобождению Гагрского района началась рано утром 2 октября 1992 года. В этот же вечер в 19 часов 30 минут город был полностью освобожден от врага. Под Гагрой были разгромлены отборные грузинские батальоны. 6 октября в 6 часов 40 минут государственный флаг Абхазии уже развивался на российско-абхазской государственной границе по реке Псоу. Гагрский район был оккупирован войсками Грузии 48 дней и ночей. Но именно Гагрская победа оказалась первой в ходе Отечественной войны. После выпуска новостей мы предлагаем вашему вниманию документальный фильм «Гагрский рубеж». В этом фильме почти все бойцы абхазской армии, принявшие участие в освобождении города Гагры. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Гагрского района. Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику первому президенту Владислава Ардзинба и к мемориалу погибшим защитникам Отечества. Затем состоялся праздничный концерт. В своем поздравлении с Днем освобождения Гагрского района президент Бадра Гунба подчеркнул, что эта первая крупная победа не только подняла боевой дух народа, но и лишила уверенности противника. Значение этой победы трудно переоценить. Именно она показала всему миру, что народ Абхазии непоколебим в своем стремлении к свободе и способен отстоять свое будущее. В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем защитников Отечества, отдавших свои жизни за освобождение Гагры. Вечная память нашим героям. Склоняем головы перед их подвигом и храним священную обязанность продолжать дело, за которое они сражались, говорится в поздравлении. В Сухуми открылось масштабное мероприятие, посвященное 185-летию со дня основания Сухумского ботанического сада и 130-летию Сухумского субтропического дендропарка. В честь этой даты в Кабмине Абхазии прошел 7-й съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук. Мероприятие продлится до 10 октября. В рамках встречи пройдет международная научная конференция «Роль ботанических садов. Сохранение и мониторинг биоразнообразия растений Кавказа». На открытии присутствовал премьер-министр Владимир Делба. Обсудить всю науку надо и нужно. Для этого и проводится 7-й съезд Совета ботанических садов стран СНГ в Сухуми. До начала работы мероприятия собравшиеся поздравили академика, первого вице-президента Академии наук Абхазии Сергея Бейбия, который на днях отмечал 85-летие. Сергей Михайлович, я от души вам вручаю, желаю долгих лет жизни. Вы только вступили возраст мудрости, и каждый абхаз его носит. Мы с большим удовольствием вам это передаем. Спасибо, и желаем долгих лет жизни. Первые 2 дня на съезде прозвучат отчеты об итогах работы Совета ботанических садов и озвучат пленарные доклады по актуальным направлениям ботанических исследований. Далее работа съезда будет вестись по секциям на разные направления. Приветственное обращение ко всем участникам съезда от президента страны Бадры Гунба зачитал первый вице-премьер Джансух Нанба. Особое значение имеет то, что эти важные мероприятия проходят в столице Республики Абхазия, старейшем городе Сухум.
Основанный в 1840 году Сухумский ботанический сад является флагманом фундаментальных и прикладных исследований в регионе и внес значимый вклад в мировую ботаническую науку. Благодаря труду видных ученых-ботаников фитоландшафт нашей страны обогатился экзотическими растениями. Практически все сельскохозяйственные культуры – чай, цитрусовые, табак и многие другие – вышли из стен ботанического сада и стали основой сельскохозяйственного производства и социально-экономического развития страны. Позвольте от имени народа Абхазии, от себя лично, поздравить всех участников съезда и пожелать плодотворной работы, новых научных достижений в вашей деятельности на благо настоящих и будущих поколений. Президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гунба. Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук проводится раз в 2 года. Последний был осуществлен в городе Санкт-Петербурге. Именно там по приглашению организаторов выступал первый вице-президент АНА Сергей Бебия, который в свою очередь озвучил новость о проведении такого съезда в Сухуми. И вот теперь все гости у нас в стране. Последние 20-25 лет государство уделяет особое внимание экологическим проблемам. В уникальных природных ландшафтах создаются новые заповедники, национальные парки. Парламентом государства принят закон об особо охраняемых территориях и лесном кодексе Республики Абхазия. Создан институт экологии. Делается все возможное для сохранения и приумножения основного богатства нашей Родины – природы. Находясь на берегу Черного теплого моря и на склоне высоких гор Большого Кавказа, Абхазия обладает богатейшим спектром природных условий, что и создает огромное богатство в разнообразии ее природных комплексов. Коллектив института делает все возможное, чтобы сохранить, изучить и приумножить богатую растительность Абхазии. Считаю очень важным, актуальным не только для Абхазии, не только для России, но в планетарном масштабе это сохранение и рациональное использование именно горных лесов, являющихся объектами, являющихся хранителями благоприятных климатических условий, чистой питьевой воды для существования человека на планете. Остро стоит в мировом масштабе. И ботанические сады должны сделать очень много достижений для сохранения рационального использования именно горных лесов. От Москвы до Казахстана участников много, как, впрочем, и тем. Поговорили о ключевых факторах усыхания и потери декоративности зеленых насаждений на Черноморском побережье России и Абхазии. Также обсудили проблемы сохранения старовозрастных деревьев в ботаническом саду Петра Великого. Ботанический сад – это организация, имеющая документированные живые коллекции, гербарии и другие формы хранения, которые используются для научных исследований, сохранения биоразнообразия и демонстрации образовательных целей. Здесь на этом слайде мы видим количество садов. У нас в России 98, это те ботанические сады, которые входят в Совет ботанических садов России. Наш сад пополнялся значительной потерей во время блокады. Артобстрелы, бомбардировки и жестокий мороз в 1942-1943 годах практически полсада уничтожили. Сада, который еще не был Петром Великим, он был, потом перестал, потом опять мы восстановили. И вот Сухумский ботанический сад очень нам помогал. И людьми, и коллекции привозили. И этим, так сказать, восстановили, за что огромнейшее вам спасибо. К концу 7-го съезда Совета ботанических садов стран СНГ для участников будут организованы экскурсии по научным экспозиционным объектам Сухумского ботанического сада, а также планируется посещение Рицинского реликтового национального парка. Нала Чхендерия, Фатима Гергия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Владимир Дылба провел совещание по проблеме распространения в Абхазии мраморного клопа. В совещании о мерах борьбы с насекомым участвовали вице-премьеры Вараздаст Минасян, Джинсух Нанба, замминистра сельского хозяйства Артуш Сарибикян, начальник госинспекции по карантину растений Отар Цвижба и зампред Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию Мурман Соломка. С приходом осени у нас уже не первый год
мы сталкиваемся с проблемой, с нашествием мраморного клопа. Нам обязательно надо обратить особое внимание со стороны Минсельхоза, со стороны заинтересованных министерств, ведомств, служб, помочь населению, в том числе в борьбе с этим вредителем. Опыт такой у нас был уже 17-19. Вот в последующие годы мы эти мероприятия не проводили так активно, потому что в этом не было такой необходимости. В средствах информации я не раз говорил о том, что с 5 октября на протяжении 10 дней, может 2 недель, мы будем лицезреть присутствие клопа. Это связано с морфологией развития насекомого. Насекомое готовится к диапаузе, к зимней спячке и находит места комфортные для этого. Поэтому численность его больше не стала. Просто то количество клопа, которое было равномерно распределено в зонах своего обитания, подтягивается ближе к теплу, ближе к населенным пунктам. Что делать? Механический способ уничтожения, потому что химию применять для защиты сельхозрастений, химию применять сейчас неэффективно, не рекомендовано. Он в данный момент только передвигается механически, очень неподвижен, очень уязвим для всяких, механических воздействий. Он не приносит в данное время вреда сельхозрастениям. Да, надо разработать меры по подготовке к следующему сезону. Нам надо принимать будет решение, оно должно быть правильным, своевременным. Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, по борьбе с мраморным клопом в первую очередь обеспечил инсектицидами все районы. В этом году было роздано 24 тысячи литров инсектицидов, где все районы применили. И сегодня есть потребность, мы его удовлетворяем. Сегодня в Ачамчерском районе дополнительно запросили, мы и удовлетворяем. Препараты на сегодня у нас в достаточном количестве 34 тысячи литров. Сегодня в остатке у нас в достаточном количестве. Это приблизительно на год вперед мы имеем запас. Нам надо принимать будет решение, оно должно быть правильным, своевременным. С 1 октября вступил в силу закон о кадастре недвижимости. Ранее в стране отсутствовала единая система учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранения информации о нем. Теперь для совершения юридически значимых сделок с недвижимостью необходимо пройти кадастровый учет и перерегистрацию прав собственности. Также планируется запуск государственного информационного портала, где будет доступна вся информация о кадастре, а также появится геопортал с доступом к картам, схемам, чертежам и фонду данных. Подробности у Гундышова. Государственная кадастровая палата Абхазии является важным органом в системе государственного кадастрового учета. Эта организация занимается сбором, обработкой и анализом информации о земельных участках и недвижимости на территории страны. Кадастровая служба в Абхазии не только создает и ведет кадастровую карту территории, но и обеспечивает доступность этой информации для граждан, организаций и государственных органов. Это позволяет эффективно использовать земельные ресурсы, регулировать строительство и развитие городов, а также защищать права собственников. Работа по созданию кадастра недвижимости началась в 2010 году. Реализация этого мероприятия состояла из нескольких этапов и осуществлялась за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. До момента вступления закона в силу и до принятия его как такового мы очень многие процессы опробовали и пытались модернизировать уже хотя бы в условиях ограниченных возможностей и понимания самого процесса работы, модернизировать саму систему, ее возможности, и в том числе с учетом современных технологий. То есть в современном мире мы уже привыкли, что вот в России, в соседней стране, как у них устроено, видим, что у них очень цифровая страна, где многие процессы очень легко проходят без личного обращения. Хотим как можно больше таких возможностей предоставить нашим гражданам тоже. В ближайшие годы внедрим больше таких специальных возможностей. Для кого-то это актуально, для кого-то нет, но мы будем давать выбор, чтобы можно было использовать и цифровые технологии, и личное обращение
что немаловажно. Ранее существующая старая система БТИ была рассчитана на социалистическую модель и учитывала прежде всего государственное имущество. В современных реалиях рыночной экономики собственность граждан должна быть защищена наравне с государственной. Главное новшество заключается в обеспечении сквозного учета всех объектов недвижимости, от земельного участка до здания и отдельных помещений. Это касается не только новых построек, но и объектов, впервые заявляемых для совершения сделок купли-продажи, дарения или вступления в наследство, требующих обязательной постановки на учет. Конечный итог в том, чтобы создать единый центр обработки сведений о объектах недвижимости, в том числе и о договорах, сделках, в том числе о пространственных данных. То есть это же получается связка между пространственными данными, местоположение земельных участков, самих зданий, сооружений, с внутренними помещениями, сведения о правах собственника, о договорах, которые прикрепляются к этим правам, в том числе о земельных участках, которые не под зданиями, сооружениями, выделяются для каких-то иных целей, сельхоздеятельности, рекреации и тому подобное, которые в совокупности, получается, хранятся и находятся в одном органе и регулируются и взаимодействуют между собой внутри органа. Не требуется никаких-то получения сведений из различных ведомств, структур, чтобы собрать всю картину воедино. Кому выгоден новый закон о кадастре? Обычным людям, собственникам, которые получат точные границы своих участков и надежные права, что поможет избежать будущих конфликтов. Сделки после первой регистрации станут быстрее, а пошлина за оформление будет фиксированной. Государство получит полную точную картину всей недвижимости в Абхазии. Это снизит загруженность судов земельными и имущественными спорами. Надежные права собственности – это основа для привлечения инвесторов и развития экономики страны. В дополнение к новым процедурам планируется запуск государственного информационного портала Кадастровой палаты. Этот портал предоставит широкий доступ к информации о кадастре, включая данные об объектах недвижимости, их владельцах, а также историю изменений. Не у всех имеется пакет документов в полной мере, поэтому приходится проводить приостановку учетно-регистрационной процедуры и начинать инициировать процесс кадастровых работ, в рамках которого проводится измерение местоположения земельного участка, определение местоположения объекта недвижимости на земельном участке и отметки внутренних помещений в случае, если есть разница между материалами в деле БТИ, либо планами, которые предоставляет гражданин на момент обращения. Причина этих расхождений разная. То есть иногда это просто длительный период, когда гражданин не обращался в учетно-регистрационный орган, существовавший до 1 октября. Он проводил какие-то изменения, перепланировки, и в этом возникают расхождения. Эти расхождения нужно зафиксировать, чтобы в дальнейшем гражданин мог оперировать с истинными данными о своем объекте недвижимости. Внедрение закона о кадастре недвижимости и запуск соответствующего информационного портала направлены на повышение эффективности управления недвижимостью, снижение рисков при совершении сделок и обеспечение широкого доступа граждан и организаций к актуальной информации. Система позволит увидеть полную картину, сколько недвижимости учтено, сколько используется, какая часть жилая, какая коммерческая. Кроме того, будет внедрена кадастровая оценка, необходимая для сделок купли-продажи, дарения и наследства. Это альтернатива дорогой рыночной оценки. Гунда Шоуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Введение в действие закона о кадастре недвижимости столкнулось с неожиданным препятствием. Отдельные работники БТИ отказались сотрудничать с кадастровой палатой. Проблему подняли на парламентском слушании. Директор Государственной кадастровой палаты Тимур Сангуля предложил запустить пилотный проект в Сухуми. Ведь основная активность по заявкам наблюдается именно в столице. Однако инициатива не встретила единодушной поддержки среди депутатов. Многие парламентарии настаивали на отсрочке введения закона до 2027 года. В итоге слушание было решено продолжить обсуждение проблемных аспектов на следующей сессии парламента, чтобы выработать взвешенное решение. Вопрос, связанный с кадастром. Мы собирались на этот счет еще весной этого года, обсуждали все вопросы вместе с руководителем кадастровой палаты. Также были руководители БТИ со всей республики. И мы здесь очень горячо все эти вопросы обсуждаем.
помните, что было принято решение до 1 октября 2021 года отсрочить вступление в силу данного закона. Насколько я помню, наш диалог, он заключался в следующем. Не все, может, но стороны согласились с тем, что до 1 октября часть вопросов будут сняты. В том числе и вы, Тимур Бесланович, говорили о том, что вы готовы к реализации всего этого. Но, как мы и предполагали, 1 октября наступило, и вопросы практически те же остались. Также в парламент в июле месяце поступило соответствующее изменение в закон от президента Республики Абхазия. В комитете оно в работе находится. Мы будем тоже актуализировать этот вопрос и все параметры обсуждать. Мы принимаем заявки на проведение учетно-регистрационных процедур. Основная масса заявок, которые приходят, заявлений, это из нотариата на вступление в наследство, договора купли-продажи, по ордерам на приватизацию объектов недвижимости. Большая часть заявлений в городе Сухум и Сухумском районе. Больше 35. Сегодня с утра было 8, вчера было 15, до этого в пятницу было тоже около 15. В Гудаутском районе не более 15 за эти 4 дня получили. В Гагарском районе их около 5 только заявлений было. В Ачимчирах, в Арчалах там нету практически никаких заявлений. Гальский район особенно сложный, там нет заявлений пока что. Вообще прорабатывается, как там будет все взаимодействие производиться с учетом их особенностей и сложностей. Какие сложности у нас есть, какие сложности мы столкнулись? Кадровый состав был самым сложным вопросом, как я и обещал депутатам, Народному собранию и представителям БТИ. Мы предложили штаты сотрудникам БТИ, штаты на местах, прием документов, и в офисе кадастровой палаты определенное количество. Количество обращений с каждым днем, конечно, увеличивается, это нагрузка на кадастровую палату. Ввиду того, что мы не имели необходимого количества подготовленного именно прием документов людей, которые были из числа, должны были быть из БТИ, нам приходится перенагружать самих себя, чтобы дать знания и умения этим людям. Это основная причина, по которой самая большая проблема у нас возникла. Вот они у меня тоже были в этой Гагре, Гудаут. У вас ничего не получится, вы не подготовлены, что нам сделать с людьми. Я как бы тоже пообращался к ним и с просьбой, и с убеждениями, что это нововведение, правильно, есть свои сложности. Но я считаю, что это нужно нашему обществу тоже включительно. Может, начало будет сложным, там по срокам что-то, но потом оно, работа, когда наладится, намного легче будет нашим гражданам. Но БТИ, к сожалению, нас не услышала и как-то вообще не хотят категорично. То, что к 1 числу появились моменты о том, что исполнительная власть не готова к реализации, мы можем использовать разные формулировки, но если гражданин, юридическое лицо не может пройти и получить услугу, сейчас очень мало заявлений, потому что страна несколько дней была в праздниках, с 1 числа, потом выходные. И почему я уточняющий вопрос задавал у Андрея Львовича, нотариальное заверение гражданско-правовых сделок, связанные с недвижимостью, в стране остановились. Да. И если даже, еще раз повторюсь, примете на ближайшей сессии этот проект, та проблема, с которой столкнулись, нерешаема. И в полной мере этим законопроектом она решает часть задач, но не все которые. Поэтому необходимо и поэтапное внедрение закона, и отсрочка его вступления. Специалисты управления капитального строительства приступили к ремонту кровли здания Гудаутской районной поликлиники. По поручению президента Бадры Гунба заменят 1535 квадратных метров кровельного покрытия. Наши строители работают до позднего вечера, необходимо успеть до начала сезона дождей. Объект сложный, здание внесено в реестр памятников историко-культурного наследия. С учетом возможных неблагоприятных погодных условий ремонтные работы займут до 2 месяцев, сообщил начальник УКС Демир Гамисони.
Асфальт начали укладывать на проспекте Свободы в Ткварчале. Работы, включающие капитальный ремонт коммуникаций, начались 2 года назад. Кроме того, планируется капитальный ремонт улиц Лакоба и Шагенова. Общая площадь работ составит около 20 квадратных километров. Работы по проспекту были начаты еще 2 года назад. Были проведены работы по капитальному ремонту коммуникаций и подготовке основания. На сегодняшний момент продолжаются работы. Общая протяженность у нас 2 километра. Общая площадь 38 тысяч квадратных метров. Помимо улицы Проспект Свободы в городе Ткварчал будут проводиться еще работы по капитальному ремонту по улице Шавгенова, асфальтобетонного покрытия, и по улице Лакоба. Общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров. Работы по Ткварчалу будут проводиться в течение 1,5 месяцев для того, чтобы все поставленные задачи на текущий год были выполнены своевременно. 251 украинский беспилотник аппарат сбили силы ПВО за ночь, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Из них 62 над Черным морем, 11 над Краснодарским краем. Во время налета беспилотника в России прекратили работу 8 аэропортов. Так, в Сочи задержали 26 рейсов, а 5 самолетов ушли на запасные аэродромы. Сухумский аэропорт работал в штатном режиме. Генеральный директор аэропорта Сухума поделился с абхазским телевидением планами дальнейшей работы воздушной гавани. На текущий момент мы прорабатываем расписание на зимний период. Как мы рассчитываем, аэропорт Сухум будет функционировать круглый год. Рейсы в город Сухум достаточно популярны. Этот сезон показал, что загруженность воздушных судов составляет где-то порядка 95-98%. Конечно, мы работаем над программой по увеличению направлений полетов из города Сухум и в город Сухум. На 2026 год запланировано открытие порядка еще 5-6 направлений. Двухдневный 6-й международный туристический форум «Визит Апсны» и 3-я выставка «Апсна Хорика» проходит в Гагре. Более 150 участников форума обсуждают поднятие качества сервиса и внедрение новых стандартов качества. Абхазский союз туризма подписал соглашение о сотрудничестве с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и Союзом гостеприимства и туризма. Мы подписали соглашение о вступлении в туристический альянс Черноморского побережья. Мастерская гостеприимства, как проектный офис по развитию туризма, направлена наша деятельность на развитие туризма и гостеприимства, повышение качества сервиса, доращивание кадров и туристических проектов на расширение туристического сезона, на создание всесезонных предложений и на поиск новых точек роста в Республике Абхазия, соединение бесшовным сервисом Юг России и Республику Абхазия нашими туристическими продуктами, чтобы гости, приезжающие в Абхазию, понимали, зачем они едут, понимали, на какой период они едут, и самое главное, осознавали, что они вернутся сюда еще раз, потому что им нравится сервис, нравится кухня, они понимают культурный код, и ваши гостеприимные люди им всегда рады. Сегодня мы подписали 2 соглашения. У нас есть туристический Черноморский альянс, в который входит уже АМОС, это Сочинская ассоциация ательеров. Также у нас входит курорты Крыма, мы подписали с компанией «Курорт», но сегодня мы еще подписываем, это было в 2023 году, сегодня мы подписываем 2 соглашения с мастерской гостеприимства и с ассоциацией ательеров Крыма. Я думаю, что наша коллаборация даст очень много положительных эффектов. Мы будем делать как можно больше интересных мероприятий, конференций, рассказывать о том, как мы развиваем свой бизнес, обмениваться опытом. Очень большой опыт по классификации отелей, стандартам качества есть у Крыма. Мастерская гостеприимства позволит нам подготовить наш персонал, обучить его, подготовить администраторов и вообще такую незабвенную базу, наверное, нужную нам
для того, чтобы улучшить сервис и качество. Сегодня у нас на площадке находятся студенты, которые тоже впитывают очень много полезной информации для того, чтобы в дальнейшем ей воспользоваться и развивать наш туризм. Расширенный репортаж о форуме смотрите завтра в выпуске новостей. Первый понедельник октября – Всемирный день архитектуры. В Сухуми представлены разные архитектурные стили – модерн, сталинский ампир, готика, модернизм. Как архитектурный облик столицы меняется сейчас, в нашем следующем репортаже. Старый Сухум был спланирован очень комфортно. Его градостроительной единицей был квартал, со всех сторон огороженной общественной территорией, а внутри него пространство для жителей домов. Микрорайонная застройка началась в поздний советский период, что, по словам главного архитектора Сухума Беслана Багателя, было исторической ошибкой. А все потому, что изменение планировки города стало одной из причин хаотичности застройки и увеличения в центре зон для автомобилей в ущерб пешеходных пространств. В период индустриализации начинается активная застройка. На чистом поле разбрасывают просто дома, пятиэтажные, девятиэтажные, типовые дома, чтобы быстренько заселить людей. Это тоже историческая ошибка. Это историческая ошибка, потому что город не должен был так развиваться. Мы начинали с квартальной застройки, идеальное строение города, а перешли к микрорайонной застройке. Много лет общество волнует тема сохранения исторической среды городов. Негативно воспринимается хаотичная застройка и самострой. Впрочем, как говорит Беслан Багателя, самостроя становится меньше. Чтобы свести к минимуму эту проблему, при администрации столицы должна работать группа людей, которая мониторит город. Проще остановить стройку на этапе фундамента. У нас есть такие строения, которые уже несколько этажей застроены, но у них нет никаких разрешительных документаций. Мы будем бороться с этим, будем делать предписания и будем как-то договариваться с застройщиками. Что конкретно я вижу в будущем, как с этим бороться и как с этим работать? Нам необходимо создать какую-то внутри отдела архитектурного какую-то бригаду, можно так сказать, из надзирателей, которые будут регулярно курсировать и будут инспектировать город. Призываю всех, вам будет намного удобнее, всех застройщиков, кто планирует что-то строить, вам будет намного удобнее строиться, если вы предварительно проработаете свой генплан своего участка. Недавно начались работы по реконструкции фасадов памятников архитектуры. Одно из таких зданий на пересечении улиц Ардзенба и Воронова. Оно входит в список памятников архитектуры. Здание Абиги начнут реставрировать в следующем году. В Абхазии приняты градостроительный и строительный кодексы, где расписаны принципы проектирования транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, приоритеты сохранения исторического наследия, зеленых зон, экологической безопасности. Город будущего, говорит Беслан Багателя, это город для людей. Не должно быть каких-то спальных районов, отдельно стоящих где-то. И не должно быть такого зонирования, где нам необходимо передвигаться на автомобиле. Город должен быть для пешеходов в первую очередь, а пешеход – это доступная среда, то есть доступ до школы. 15-минутный город – это удобный город для всех. Город не может застыть в исторически обозначенных архитектурных формах. В нем должны появляться современные здания, органично вписывающиеся в старую среду, говорят специалисты. Вопрос только в качестве вновь возводимых сооружений. Торговые павильоны на набережной Диаскура в Сухуме демонтируют. Срок разрешительных документов истек 1 октября. Владельцам необходимо убрать будки, холодильники, игровые автоматы. В противном случае их демонтируют сотрудники Сухумской администрации.
Хочу обратиться к предпринимателям, к нашим гражданам, которые ведут предпринимательскую деятельность на набережной, напомнить им о том, что 1 октября 2025 года разрешение на их деятельность закончилось. Продлеваться администрацией оно не будет, поэтому просьба до 13 октября демонтировать все свои торговые павильоны, будки, холодильники, там всякие игровые автоматы, демонтировать и забрать свое имущество. В противном случае администрация города своими силами демонтирует все эти торговые павильоны и будки и не несет гарантии за их сохранность. Это касается территории от кафе «Пингвин» до поворота на Маяк. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджоли и президент благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Ольга Демичева подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Цели объединения усилий по защите прав и интересов детей в Абхазии, нуждающихся в поддержке, включая медицинскую помощь и социальную адаптацию. Это соглашение не просто формальность, а конкретный механизм оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работая много лет в оказании помощи вышеупомянутой категории детей, я могу на личном опыте сказать, что наибольший эффективный механизм достигается, когда объединяются усилия государственных органов и общественных организаций. Очень часто к нам обращаются семьи, чьим детям необходима высококвалифицированная медицинская помощь. Иногда вопрос стоит не просто в финансировании, а в налаживании логистических связей между родителями, медицинскими центрами и специалистами. Я думаю, что объединив свои усилия, опыт и компетенцию наших организаций, мы сможем более эффективно оказывать помощь детям. И самое важное – реагировать не просто на острые кризисные ситуации, но и выработать эффективный механизм превентивных мер, системную работу. Я думаю, что нам это удастся. Я очень благодарна за инициативу и доверие руководству фонда «Справедливая помощь» доктора Лизы. Ольга Юрьевна, очень вам благодарна. Уверена, что мы реализуем все пункты, которые указаны в нашем соглашении на деле, и наше сотрудничество будет очень эффективным, а самое главное, полезным той категории детей, которые особенно в этом нуждаются. Подписание соглашения о взаимодействии, дружбе и сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Республики Абхазия для справедливой помощи доктора Лизы, крупнейшей благотворительной организации России, знаковое событие. Благотворительную помощь тяжело больным детям наша организация оказывает уже более 15 лет. У нас наработан большой опыт взаимодействия с федеральными медицинскими центрами Российской Федерации. Отработан механизм сопровождения семей с тяжело больными детьми, начиная от помощи в транспортировке, размещении, сопровождении в вопросах бытовых нужд. И все наши умения, возможности и компетенции мы с радостью предоставим тем, кто нуждается в нашей помощи, детям и их семьям из Республики Абхазия. Дружеское взаимодействие между благотворителями и государственными структурами, дружеское взаимодействие между нашими странами – это еще один шаг во взаимопонимании сложных вопросов оказания комплексной помощи самым незащищенным категориям. И я очень рада, что сегодня состоялось подписание этого договора, открывающего новые возможности для тех, кто ждет от нас помощи.
Более 2000 пачек сигарет изъяли абхазские таможенники на посту ПСУ. Контрабанда была спрятана в колесах автомобиля, выезжавшего в Россию. За рулем находился 35-летний сухумчанин Сергей Пиштовчан. Изъятые пачки без акцизных марок были предназначены для продажи в магазинах беспошлинной торговли. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. Во вторник, 7 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 21-26 градусов. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.